Высоко оценивая ингушское зодчество, археолог Евгений Крупнов отмечал, что ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения. В то же время собранные им материалы содержали сведения о сохранявшихся среди местного населения преданиях о строителях этих сооружений. Одно из таких свидетельств было передано Крупнову в 1934 году геологом Георгием Максимовичем, который при сборе материалов по материальной культуре и фольклору чеченцев отмечал, что местные жители нередко указывали именно на ингушей как на мастеров, возводивших башни в Чечне. В 1936 году аналогичные рассказы Крупнов услышал в селениях Харачой и Дышни-Ведено. Причем подобные свидетельства были записаны еще в XIX столетии. В 1880-е годы археолог Василий Долбежев и профессор Дмитрий Анучин получили сведения от старшины башни Мулкой в Аргунском ущелье. Рассказывая о своей родословной, он связывал происхождение предков с галгаями, жившими к востоку от реки Асы, и сообщал о переселении родоначальника Итона в Аргунское ущелье. К потомкам ингушского рода Гягий, они же Гагиевы, относится ряд фамилий, в том числе Хаккой. Согласно преданию, вследствие кровной вражды представители Хаккой покинули район Алкуна и переселились на восток в Аргунское ущелье, где возвели башни. По данным исследователя Николая Иваненкова, это переселение относится к XVI-XVII векам. Исследователь кавказской архитектуры Аркадий Гольдштейн отмечал ведущую роль ингушской школы зодчества в башенной архитектуре региона. По его данным, сохранились свидетельства о работе ингушских мастеров в Чечне, Осетии и Северной Грузии, тогда как данных о приглашении иноземных мастеров для строительства в самой Ингушетии нет. Наиболее совершенные боевые башни исследователь локализовал в Ингушетии, а распространение характерных архитектурных форм прослеживал от нее к соседним территориям. Подобно Крупнову, Гольдштейн на основании этих признаков приходит к выводу, что именно Ингушетия стала местом формирования вайнахской боевой башни как самостоятельного архитектурного типа. В 1973 году этнографы Владимир Басилов и Вениамин Кабычев в статье «Галгай. Страна башен» отмечали, что ингушские постройки сохраняют целый ряд последовательно развивавшихся и генетически связанных между собой строительных приемов от наиболее примитивных до более совершенных. По мнению исследователей, эта преемственность свидетельствует о том, что местная архитектура формировалась преимущественно путем накопления собственного строительного опыта, а не под воздействием внешних влияний.